Здравствуйте! Сегодня мы с вами проработаем мышцы ягодиц и внутреннюю поверхность бедра. То есть поработаем над приводящей группой мышц большой, средней и малой ягодичными мышцами. Все движения будут достаточно нетипичными и, возможно, даже непривычными. Но я уверена, что мы проработаем мышцы до чувства жжения. Для сегодняшней тренировки нам понадобится с вами стул и коврик, и ваше отличное настроение. Давайте начинать. В первом упражнении мы с вами останемся на правой ноге, она слегка согнута в коленном суставе. Левой ногой мы будем делать мах над стулом, переносить ее то с правой стороны в левую, то с левой в правую. Обратите внимание, правая нога слегка согнута, полностью вся стопа стоит на полу. Давайте начинать. В течение 40 секунд мы будем выполнять с вами упражнение, каждое упражнение. И между упражнениями 15 секунд будет подготовка для того, чтобы посмотреть следующее упражнение и послушать технику. Уже чувствуете, да, как ягодица стабилизирует наше движение, как средняя ягодичная малая, так и большая ягодичная здесь включается в работу. Спина может слегка округляться, это нормально, мышцами пресса вы помогаете выполнять данное движение. Если у вас спинка стула очень высокая, то у вас еще интенсивнее нагрузка, чем у меня. Отлично, останемся с вами на этой же ноге. Ноги слегка согнуты в коленном суставе, и левой ногой мы выполняем отведение бедра в сторону. Все время такая точка далеко в сторону и возврат в исходную позицию. Начинаем. Точка в сторону и возврат. Опора полностью на правую ногу. Правая нога слегка согнута, спина прямая, грудь раскрыта, лопатки опущены и слегка сведены, чтобы грудь как будто гордая, раскрытая. Вы можете движение выполнять чуть активней. Здесь темп не принципиален, если не теряется техника. Наша задача далеко достать пальцами ног до пола и при этом оставить таз стабильным. Стул нам помогает держать координацию, придерживаемся за стул, но не переносим центр тяжести на руки. Отлично, мы ногу с вами оставим со стороны, носочек упирается в пол, и мы делаем такую пульсирующую пружину, слегка сгибая ногу в коленном суставе, но больше делая акцент на сгибание в тазобедренном суставе. Начинаем. И именно акцент на тазобедренном суставе. То есть корпусом мы как будто бы наклоняемся вперед. Как будто насос накачиваем, да? Не переносим нагрузку на руки. Руками слегка придерживаемся. Та нога, которая со стороны, у нас тоже слегка, процентов, наверное, 5-10 получает только нагрузки. Все остальное, весь остальной вес тела держит у нас опорная нога. Хорошо. В коленном суставе легкое сгибание, короткая амплитуда. Отлично. Можно встать, встряхнуть опорную ногу. Мы продолжим на нее же работать. Уже ощущаете, да, ягодица? Потом обязательно напишите о своих чувствах. Касание вперед и назад. Вперед и назад. Постарайтесь пронести ногу над полом, не касаться пола, ну, то есть не волочить по полу ногу, носок, а как будто бы она у нас парит над полом, нога летит. Хорошо. Опорная нога слегка согнута, спина прямая, грудь раскрыта, гордая грудь. Взгляд можно направлять вперед перед собой, можно взгляд иногда переводить вниз, контролировать свою позицию, ногу согнутую опорную в коленном суставе, пресс подтянут. Отлично. Следующим, сейчас мы с вами немножечко отдыхаем, встряхиваем ноги. В следующей позиции оставим носочек спереди, легкая опора о пол. Мы делаем снова такую небольшую пружину, накачиваем как будто бы. Хорошо. Продолжаем выполнять движение. Помните, у нас большая часть движения идет именно в тазобедренный сустав. То есть мы корпусом вниз, вниз. Не в колени, не приседаю. Обратите внимание, не приседаю. Копчиком тянусь вверх и назад. Коленом слегка вперед, слегка его сгибаю
ягодица уже ярко горит, ярко ощущается. Хорошо, продолжайте. Пожалуйста, не останавливайтесь, не сдавайтесь. Еще несколько повторений. На руки не переносим центр тяжести. Замечательно. Ногу можно стряхнуть, чуть-чуть отдохнуть. Хорошо. В следующем движении мы будем делать мах назад, легкое касание пола и снова мах. Приготовьтесь. Продолжаем выполнять упражнение. Здесь у нас важно делать движение короткой амплитудой. Потому что если вы будете стараться поднять ногу как можно выше, у вас будет происходить вот такой мах в пояснице. Этого нам не нужно с вами. Нам нужно поработать не мышцами спины, а мышцами ягодиц. Даже поэтому тазовые кости направлены точно вниз, никуда таз не разворачиваем и делаем короткой амплитудой мах назад, включая ягодицу динамичной ноги, но ярче ощущается та нога, которая у нас опорная. Отлично. Отдыхаем. Встряхните опорную ногу обязательно, чтобы немножечко дать кровообращению поциркулировать. Хорошо. В следующем упражнении у нас с вами поворот на опорной ноге. Левая нога осталась на весу, поворот на опорной ноге. Поворот. Хорошо. В тазобедренном суставе движение, вращаем тазом, разворачивая корпус. Взгляд направлен по траектории движения. На руки не переносим центр тяжести, не заваливаемся на руки. То есть можно прям даже проверить, попробовать отпустить, взять взглядом одну неподвижную точку перед собой и отпустить руки, поделать несколько раз еще в таком усложненном варианте. Отлично. Встряхнули ногу. И последнее движение, которое мы сделаем с вами в этой комбинации, на опорной ноге слегка согнуто в коленном суставе, мы будем выполнять левой ногой мах полукруга. Хорошо? Начинаем выполнение упражнения. Здесь очень важно зафиксировать плечи на одном месте, не разворачиваться корпусом, зафиксировать свой таз на одном месте. То есть тазу хочется сейчас с вами за ногой развернуться. Мы таз оставляем на одном месте и только ногой делаем такой полукруг с левой стороны. Хорошо. Ощущаете ягодицу? До жжения. Я очень надеюсь, у вас такой же эффект от этих упражнений. Отлично. Супер. Встряхните ноги. Мы с вами поменяем сторону и сделаем все то же самое на правую ногу. Левая опорная. Мы будем переносить ногу со стороны в сторону. Справа налево и слева направо. Начинаем. Старайтесь составить... Ой! Координация здесь, да, она такая оп-оп-оп на левой ноге. Чувствуем, что, скорее всего, хуже, чем на правой ноге. Это нормально. Если рядом у вас стена, можно, в принципе, подержаться за стену. Угу. Ну, либо за стол, может быть, что-то сбоку у вас есть недалеко. Хорошо. Спина может загибаться. Это говорит о том, что вы включаете мышцы пресса в работу. Они отвечают в нашем теле за сгибание позвоночника. Отлично. Подходим к стулу. Левая нога слегка согнута в коленном суставе. Мы выполняем отведение бедра в сторону, все время касаясь пальцами ног далеко точки в сторону. Давайте начинать. Касание в сторону. Как можно дальше. Хорошо. Темп не важен. Вначале такие приятные ощущения, да, чувствуем, что нагружается слегка ягодица, но практически нет вот этого ощущения жжения, нет желания остановиться и уже закончить эту поскорее тренировку или сделать побыстрее эти упражнения, чтобы проработать мышцы. Пока что все в кайф, в удовольствие, легко, непринужденно. Наслаждаемся этим моментом. Отлично. Супер. Хорошо. Мы ногу оставим со стороны и сделаем маленькую пружину, короткую пружину,
как будто бы накачиваем большую ягодичную мышцу. Но помним, да, левая нога слегка согнута, накачку делаем мы в тазобедренном суставе. В тазобедренном суставе сгибаем, разгибаем. Вот здесь уже ярче ощущается растяжение, сокращение большой ягодичной мышцы. Здесь уже мышца начинает прям давать о себе знать. Хорошо. Небольшая пружина. Старайтесь не в колени делать. Контролируйте, пожалуйста, в тазобедренном суставе. Спина прямая, раскрыта. Растягиваем ягодицу и сокращаем. Отлично. Угу. Супер. Можно встряхнуть опорную ногу, чтобы снять с нее нагрузку. В следующем движении мы будем с вами выполнять мах вперед, перевод назад и вперед. Вперед и назад. Нога правая как будто бы парит над полом. Летает. Не волочим ее по полу. Ага, хорошо. Раз, два. Как будто вытянула и коснулась пальцами ног. Носочек, носочек. Вот здесь уже статичная нагрузка дает яркие ощущения жжения в мышце ягодиц. Это говорит о том, что у нас прорабатывается мышечное волокно. Мы, значит, работаем в силовом режиме, а значит, работаем над укреплением мышц и их тонусом. Супер! Отлично! Встряхните опорную ногу. Правая нога спереди, левая нога опорная. Мы делаем пружину, короткую пружину. Легкое сгибание в коленном суставе и большая амплитуда сгибания в тазобедренном суставе. Помните, да, не переносим центр тяжести на руки, руками просто слегка придерживаемся для своего комфорта. Угу. Если вам удобнее не придерживаться, пожалуйста. Вообще стул нам с вами нужен в этой позиции для того, чтобы лучше держать координацию и делать, смещать свой центр внимания именно на технику выполнения движения, на амплитуду, а не на контроль координации и баланса. Поэтому здесь нам нужен стул именно для этого. Супер. Встряхните обязательно опорную ногу, дайте крови циркулировать по ней. Отлично. Нога сзади, мы выполняем мах без разворота таза. Тазовые кости направлены вперед. Продолжаем выполнять. Небольшая амплитуда, движение в животе, в спине не должно происходить. Все очень статично, стабильно. Положение планки нашего тела, прямая линия нашего тела, крепкие мышцы пресса, напряженные мышцы ягодиц. Все время у правой ягодицы мышца сокращается, растягивается, расслабляется. У левой в статике фиксирует наше положение тела, стабилизирует наше положение тела. Отлично. Еще несколько раз. Браво, браво. Встряхнем опорную ногу. Последнее движение в этой позиции. Мы будем с вами делать вращение полукругом. Прошу прощения, не последнее, предпоследнее. Присели. Ага. Делаем вращение полукругом, затем сделаем еще одно движение, которое я немножко пропустила. Не в том порядке мы сделали, но здесь не важен нам порядок. Наша задача сделать одинаковое количество повторений как на правую и на левую сторону. Угу. Помните, да, что тазовые кости направлены точно вперед. Вот нам за ногой хочется как будто развернуться. Мы этого не делаем. Тазовые кости точно вперед. В тазобедренном суставе только выполняем движение у правой ноги. Левая нога статична в тазобедренном суставе. Балансирует, стабилизирует работу. А вот теперь то упражнение, которое мы с вами не сделали раньше. Угу. В наклоне мы с вами делаем разворот на левой ноге и поворот вперед. Левая нога слегка согнута в коленном суставе. Приготовьтесь. И начинаем. Разворачиваем таз и поворачиваем его обратно. Средние и малые ягодичные мышцы здесь включаются в работу. Плюс стабилизирует приводящая группа мышц. Здесь наша с вами задача еще
проработать не только ягодичные мышцы, но и заставить мышцы-стабилизатор более глубокого слоя, а это и приводящая группа мышц, работать, включаться в работу. Попробуйте не придерживаться стула, взгляд вперед в одну неподвижную точку, сделать в тазобедренном суставе хотя бы несколько повторений на баланс, на координацию. Отлично. Давайте еще немножко включим икроножные мышцы и перейдем в позицию лежа на ковре. Поднимаемся на полупальцы, и мы с вами делаем отведение таза назад, ноги слегка согнуты в коленном суставе и большой амплитудой выполняем данное движение. Икроножные мышцы в работе, мы также продолжаем работать на ягодице, но только теперь уже в напряжении у нас обе ягодичные мышцы. В работе обе стороны. То есть мы с вами смещали центр тяжести, смещали нагрузку то на правую, то на левую сторону. Сейчас нагружаем обе. Отлично. На силовых моментах мы делаем выдох тогда, когда сложно. В следующем упражнении мы маленькой амплитудой внизу сделаем вот такое пружинистое движение, но плюс мы еще с вами будем отрывать правую, левую ногу. Хорошо. Начните с простой пружины в середину на обеих ногах, потом, как готовы, пружина, нога назад. Пружина, пружина, пружина. В тазобедренном суставе происходит сгибание, спина прямая, мы не приседаем, обратите внимание, в коленях вообще не делаю движения никакого, ноги стабильно, слегка согнуты на протяжении всего выполнения упражнения. Отлично. Я переставляю стул для того, чтобы перейти в позицию на ковре. Мы с вами смещаемся, и может такая возникнуть небольшая проблема. Если ваш стул слишком твердый, твердая его поверхность, то вам будет больно верхнюю ногу, ту ногу, которая будет располагаться на стуле. Поэтому сейчас сразу же приготовьте себе какую-нибудь маленькую подушечку, возможно, полотенце, либо одеяло, то, что можно будет подложить под ногу. Если ваш стул мягкий, то все отлично. Тогда продолжаем с вами тренировку. Мы с вами располагаемся в боковой планке, так, чтобы у нас линия локтя была соединена с линией колена, ниже расположенного на ковре. То есть у меня сейчас на коврике, например, коврик разлинеен, да, и посередине есть такая полоса. И вот на эту полосу я ставлю локоть, на эту линию я ставлю нижнее колено. Ногу нижнюю сгибаю в коленном суставе, беру на нее опору. Верхнюю ногу располагаю на стуле, так как удобно. И получается у меня в такой позиции одна прямая позиция тела. Мое тело располагается ровно над этой линией, которая расположена на ковре. Верхнее колено располагается над этой же линией, то есть над нижним коленом, и локоть на уровне с обоими коленами. В этом упражнении мы с вами будем отпускать и поднимать таз. Такая довольно странная позиция и непривычная, нетипичная, но попробуйте удивить свое тело и выполните это упражнение. Хорошо. Оно служит как подготовительное, такое к следующей вариации упражнения, к следующим, их будет несколько. За счет того, что мы с вами разместили на одной линии наше тело, у нас таз двигается четко перпендикулярно полу. То есть нет никакого завала таза, нет никаких завалов тазобедренных суставов. Обе ноги расположены абсолютно одинаково. Вообще пытайтесь выполнять разные вариации привычных для вас упражнений. Это будет удивлять ваше тело и включать нетипичные мышцы в работу, те, которые не привыкли работать. А в идеале для функционального развития нашего организма нужно включать все мышцы нашего тела. Нижнюю ногу можно вытянуть, и мы с вами будем с поднятым тазом вверх поднимать нижнюю ногу. Начинаем. Снизу нога под стулом поднимается вверх, вверх. То же самое можно делать с согнутой ногой в коленном суставе. Этот вариант, скорее всего, будет полегче,
но при этом точно так же включается приводящая мышца, приводящая группа мышц в работу, ну и мышцы ягодиц как стабилизаторы здесь держат наше положение тела на весу. Конечно же, здесь прорабатываются и мышцы верхней части тела, без этого никак. Их здесь не выключить из работы. Хорошо. Отлично. В следующем упражнении мы с вами сделаем пружину. То есть мы сейчас сделали полной амплитудой. Я вытяну ногу, вы можете остаться согнутой, если вам так было удобнее. И такой небольшой амплитудой на весу будем делать пружину. Приготовьтесь. Продолжаем. Раз. Ага, небольшая амплитуда. Контролируйте, чтобы вы не проваливались в плече. То есть вот такой позиции не должно быть. Ваше ухо оттянуто от плеча. Немножко нужно потерпеть. Сейчас отдохнем. Это последняя вариация в боковой планке. И с вами будем отдыхать. Ну, как сказать, верхняя часть тела будет отдыхать. Ножки будут продолжать работать. Еще чуть-чуть осталось. Дотерпите, пожалуйста. Доли секунды можно отдохнуть. И снова продолжить. Угу. Браво. Браво. Супер, друзья. Разворачиваемся мы с вами на спину. Обе стопы берут опору о стул. И мы поднимаем таз вверх и отпускаем вниз, не до конца, до пола не отпуская. Нет смысла отпускать до пола. Хорошо? Растянули ягодицы, сократили. За счет того, что мы поставили с вами ноги чуть выше относительно пола, сила притяжения давит на нас чуть больше. Из-за этого нагрузка ярче, нежели чем бы вы поставили ноги на пол и делали бы обычный ягодичный мост. То есть здесь больше у нас вектор движения, вектор нагрузки смещается на ягодичные мышцы, меньше на бедра. Угу. Слишком низко не отпускаем. Наша задача сгибание и разгибание в тазобедренном суставе. Хорошо, супер. В следующем упражнении мы будем делать с короткой амплитудой пружину вверх. Приготовьтесь, можно немножко отдохнуть. Ага. И начинаем с вами. Раз, два, три. Отлично. Небольшая амплитуда. Короткое движение. Буквально расслабились, сократили. Здесь у нас работа еще и головы происходит, да, то есть мысленно мы с вами работаем над сокращением и расслаблением ягодичной мышцы. Еще чуть-чуть. Супер! Вау! Вот это ощущение! Хорошо. Вытягиваем ноги и нижним бедром будем делать пружину. Это легкая позиция, легкое упражнение. Еще проработаем немножко приводящую группу мышц. Обратите внимание, что я верхнюю ногу оставила над нижней ногой, над снизу расположенной ногой. Почему? Потому что не хочу смещать таз. То есть, если я ногу поставлю сюда, то таз, видите, развернулся. Я могу большей амплитудой выполнять теперь упражнение, но при этом это упражнение из-за того, что развернулся таз, у нас больше нагружает переднюю поверхность бедра. А наша-то с вами задача проработать приводящие группы мышц, поэтому таз развернут перпендикулярно полу и развернут тазовые кости вперед. А ногой делаем движение точно вверх, не вперед. Супер. Амплитуда получается значительно меньше, да? Переводим себя на другую сторону. Я в данном случае перевожу стул на другую сторону, чтобы вам было меня хорошо видно. И будем продолжать все то же самое на другую сторону. Вот, поэтому я и говорю, выполнять нужно разные вариации упражнения для того, чтобы в разных вариациях включать немножечко другие мышцы в работу. То есть совсем от небольшого наклона таза зависит то, какие именно мышцы включатся в работу. Приводящие или больше мышцы сгибателя бедра. Ну что, мы располагаемся с вами на одну прямую линию. Сверху располагаем ногу.
Хорошо. Локоть, колено, колено, корпус располагаются на одной линии, то есть если сверху на нас посмотреть, то мы прям на одной линии. И мы с вами будем поднимать таз вверх и отпускать. Давайте, начинаем. Поднимаем таз вверх и отпускаем его. Оба колена упираются, одно в пол, другое в стул. Стараемся таз вести четко, перпендикулярно пола вверх. Здесь небольшая нагрузка на ягодицы, но при этом мы используем методику предварительного утомления. Слегка утомляем среднюю ягодичную мышцу для того, чтобы включить приводящие группы мышц в работу в последующих движениях. Чтобы не средняя ягодичная на себя забирала нагрузку, а именно приводящие группы мышц. Отлично. Если у вас такая есть возможность, выпрямляем ногу. Если в предыдущем варианте делали с согнутой ногой, согните ее. Мы будем поднимать снизу расположенную ногу вверх по максимальной амплитуде. Приготовьтесь и начинаем. Хорошо. Здесь также происходит классное укрепление плечевого сустава, плечо-лопаточного сустава. Если чувствуете, что очень сильно устает плечо, ничего страшного будет, если вы будете чуть-чуть расслабились, а потом снова себя, собрали, плечо оттянуто от уха и продолжили. То есть на долю секунды делать маленькую паузу. Если у вас устает больше плечи, это тоже нормально. Не переживайте ни в коем случае, точно не злитесь, укрепляйте плечевой пояс. Значит, вам сейчас в приоритете укрепить не ягодицы, а плечевой пояс. Хорошо. Потому что наши мышцы должны развиваться одинаково. Мышцы всего тела должны быть одинаково сильными, одинаково выносливыми. Помните, мы сейчас делаем пружину, ту же самую вариацию упражнения, только в пружине. Раз, раз, раз. Хорошо. Приводящая группа мышц, средняя ягодичная включается в работу. Чуть-чуть устали, отдохнули, снова собрались, продолжили. Если можете делать без паузы, пожалуйста, продолжайте. Я очень рада за вас. Значит, вы выносливы. Достаточно сложное упражнение, но мы его уже сейчас закончим и перейдем к ягодичному мосту. Повторим его вновь. Отлично. Вновь повторяем ягодичный мостик. Ложимся на ягодицы. Только сейчас мы с вами будем по очереди отрывать бедро правое вверх, затем левое. Хорошо. Начинаем. Идеально, конечно, когда у вас стул такой же тяжелый, как у меня, и когда он никуда не катится. Но идеальная картина мира не всегда им может быть, поэтому мы упираем с вами стул в стену, и он никуда не покатится. Вы будете упираться стулом все время в стену, создавать надавливание. Хорошо. То же самое упражнение можно делать об диван. Единственный момент, да, что боковые упражнения в боковой планке вы не сможете сделать, потому что диван вам не позволит вот эту амплитуду увеличивать, выпрямить ногу вниз. Супер. Следующей вариации этого упражнения мы будем использовать пружину правой, левой, правой, левой. В быстром темпе начинаем. Раз, два. Короткая амплитуда. Все время как будто бы просто меняем ногу, коленом чуть выше дотягиваемся, стремимся к потолку. Супер. Отлично. Еще немножко. Хорошая нагрузка на ягодицы, очень хорошо ощущаются сейчас мышцы. Пишите обязательно в комментариях, какие ощущения проживали на протяжении всего комплекса, что давалось сложно, а что давалось легче. Для меня очень важна ваша обратная связь для того, чтобы подготавливать последующие комплексы. Просто кладем ногу сверху, нижней ногой делаем мах. Помните, да, тазовые кости развернуты точно вперед.
есть никуда не заваливаемся. Мы иначе включаем мышцы, четырехглавая мышца бедра, мышца сгибателя бедра. А нам нужна приводящая группа мышц, внутренняя поверхность бедра. Продолжаем. Тазовые кости вперед, амплитуда небольшая, но этого достаточно для того, чтобы работать приводящую группу мышц. Чувствую, что начинаю проваливаться в плече. Немножко хоп, отодвинула локоть и вытянула шею. Отлично. Хорошо. Давайте сейчас растянем немножко наши бедра, наши ягодицы. И можно воспользоваться прямо стулом. Одну ногу кладем сверху, другую ногу уводим назад. Тазовые кости разворачиваем к стулу. Как будто немножечко проваливаемся в тазобедренном суставе здесь вниз. Немножко провалились. Ощутите, как растягивается передняя поверхность вот в районе паховой зоны. Мышцы сгибателя бедра, подвздошно-поясничная мышца. Ага, ягодица тянется вниз, спина прямая. Растягивается ягодица и бедро спереди согнутой ноги. Сзади ногу прям можно натянуть, выпрямить. Отлично. Поменяйте, пожалуйста, ногу спереди. Точно так же нарочито отставляю ногу назад, как будто меня кто-то за нее назад потянул, за прямую ногу. Тазовые кости вперед направлены к стулу. Проваливаю таз. Хорошо. Опять-таки то же самое положение можно использовать на диване, а можно просто на полу. Пожалуйста, как вам удобно. Хорошо, таз давим вниз. Расслабляем плечи, глубокое дыхание, расслабление всего тела. Отлично. Замечательно. На этом мы с вами заканчиваем наш комплекс. Обязательно поставьте лайк этому видео, если понравились упражнения, и пишите свою обратную связь. Она для меня очень сильно важна. До встречи в новых роликах. Пока-пока.